Ахмеджан Касыми с августа 1947 года по 29 августа 1949 года был президентом Восточно-Туркестанской республики. Ахмеджан Касыми родился 15 апреля 1914 года в городе Кульджи в семье ремесленника Надыр-Ахуна на улице Дюнгюрюк. В 1922 году учился в Хоргосской начальной школе. Когда отец Ахмеджана умер, его дядя со стороны матери Өмер Касым перевез его с матерью Шарваны-хан в Яркент и поместил в детский дом. Там Ахмеджан окончил 7 классов и в 1932 году окончил Алматинский техникум. В 1934 году он поступает в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте. Там он учится со студентами первого потока в группе молодых людей, направленных на учебу из Восточного Туркестана. По окончании в 1937 году был направлен на учебу в Московский коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина. Одновременно изучает социологию, труды марксизма, ленинизма, манифест коммунистической партии и так далее. Изучал и анализировал ситуацию в Восточном Туркестане. За оскорбление Шеншицая был арестован. После освобождения продолжил учебу в университете. Окончив учебу в 1942 году, проработав некоторое время в сфере образования, его и еще 11 человек с сомнительной характеристикой советские власти отправили в Восточный Туркестан. В одиночку через Чучак переходит границу, приезжает в Кульджу, в дом своего дяди. Остальные 11 человек пересекают границу через Тургар. Чтобы заработать на пропитание, Ахмеджан Касыми занимается столярными работами, резкой по дереву и остеклением окон. За это время его дважды арестовывали. Когда он был арестован во второй раз, в 1943 году, его 3 месяца продержали в тюрьме Кульджи. Затем отправили в Урумчи. В Урумчи его пытали, как советского шпиона, а затем перевели на мыловаренный завод, где он был подвергнут принудительным работам. Освободившись из тюрьмы в ноябре 1944 года, вернулся в Кульджу. Устроился помощником повара в столовой Временного правительства Восточно-Туркестанской республики. За время работы на кухне параллельно занимается переводами международных новостей и статей о Восточном Туркестане из советских газет и журналов. Его работы публикуются в газете «Восточный Туркестан». Узнав, что Ахмеджан Касыми владеет русским языком, руководство ВТР пригласило его в качестве переводчика. Затем он был переведен в редакцию газеты. Когда Временное правительство Восточного Туркестана будет реорганизовано в 3-й раз, начальником военного отдела будет назначен Ахмеджан Касыми. А в 1945 году при очередной реорганизации он входит в состав правительства. 17 октября 1945 года в Урумчи состоялись переговоры между представителями Временного правительства Восточно-Туркестанской республики во главе Ахмеджана Касыми и комендантским правительством во главе генерала Джанджичуна. Здесь Ахмеджан Касыми показал себя политиком высокого уровня. После долгих и многочисленных переговоров при содействии советского консульства в результате только 18 июня 1946 года было сформировано коалиционное правительство, председателем которого стал Джанджичун, а заместителем председателя Ахмеджан Касыми. В мае 1947 года на заседании Политсовета коалиционного правительства комендантцы настаивали на том, чтобы председателем коалиционного правительства назначить своего человека. Из-за этого представители Илийского, Алтайского, Тарабагатайского и Кашгарского округов уехали в Кульджу. А 29 июня 1947 года уехали и остальные представители. В августе 1947 года Ахмеджан Касыми вернулся в Кульджу, и группа Ахмеджана Касыми реанимировала Восточно-Туркестанскую республику во всех его государственных атрибутах: герб, флаг, гимн. Вновь были восстановлены должности президента и премьер-министра ВТР.
Оба этих поста занял Ахмеджан Касыми. Было объявлено о мобилизации национальной армии. Вскоре в Шихо было открыто еще одно среднее военное училище. По мере эскалации Кумульского восстания, вспыхнувшего в 1947 году, комендантское правительство вынуждено было обратиться к руководителям Восточно-Туркестанской республики. 9 декабря 1947 года Джанджиджун предложил Ахмеджану Касыми возобновить переговоры. В ответ 17 февраля 1948 года правительство ВТР отказалось разговаривать с властями Синьцзяня на предложенных ими условиях и вновь повторило свои требования. В конце 1947 года по 9 сентября 1948 года комендантское правительство под давлением Восточно-Туркестанского правительства вынуждено было в два этапа освободить заключенных. С января 1948 до 1949 года комендантское правительство вынуждено было повторно освободить заключенных в 4 этапа. Экономическая реформа, принятая правительством Восточного Туркестана, дали свои плоды. В 1948 году налоги, уплачиваемые населением Восточно-Туркестанской республики, по сравнению с 1944 были снижены на 50%. Посевные земли удвоились. Цены на зерно и предметы первой необходимости упали в 15 раз по сравнению с ценами в Урумчи. Республика Восточного Туркестана 1948 по 1949 годы тратит 33% государственного бюджета на развитие культуры и образования. В 1949 году, 18 августа, на имя Ахмеджана Касыми пришла телеграмма от Мао Цзэдуна с просьбой приехать в Пекин в начале сентября. 22 августа 1949 года Исхакбек Мунинов, Даляхан Сугурбаев и Абдукерим Аббасов были вызваны в Алмату вместе с главой Восточно-Туркестанской республики Ахмеджаном Касыми. В Алмате Ахмеджаном Касыми было сообщено, что национальный вопрос должен быть решен путем переговоров с председателем МАО в Пекине, и что это указание Сталина. Ахмеджан Касыми ответил: если соглашения о независимости или полной автономии Восточного Туркестана не будет, то он не сможет это объяснить народу. После беседы делегация Восточно-Туркестанской республики во главе с Ахмеджаном Касыми вылетела в Пекин.